Камбоджа Цыбиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 3. Дневник паломника от Кумбума до Лхасы. Часть 13. 23 июля глава нашего каравана захотел нас поэксплуатировать. Узнав о таком его намерении, пришлось, скрипя сердце, исполнить его желание, так как мы не знали здешних порядков, и нам тяжело было помириться с мыслью, что, не будучи пущены в столицу Далай-ламы, придется вернуться отсюда. Хитрый на мелочи, он стал говорить, что едущими в нашем караване монголами распущен слух о пребывании среди бурят одного светского человека с русскими манерами, очевидно, подразумевая меня. Для того, продолжал он, чтобы слух этот не послужил к задержанию всех бурят, надо сделать при его посредстве подарок накчускому Хамбо хотя бы ланов в 5 серебра. Он советовал далее поехать 2 из нас к Хамбо и представиться ему, что было равносильно показанию физиономии. Сам он поехал для доклада. Опасаясь, чтобы не произошло неприятностей из-за пустяков, поехали к Хамбо я и типичнейший изъехавший с нами бурятских лам Чоэнджер Аюшиев. Казначей-перерожденца Чишой представился Хамбо первым, как прежний знакомый, оставив нас во дворе присутствия. Хамбо жил в 2-этажном доме тибетской архитектуры. Снаружи перед дверями висели плети для наказания виновных. Плети эти состоят из палки 2,5 четверти и плетеной из кожи веревочки к ней. Нижний кончик веревки имеет более или менее значительный узел, который и причиняет самую чувствительную боль. В Гумбуме они одинаковы с описанными. Из нижнего этажа выходили какие-то молодые люди и с любопытством осматривали нас. После продолжительной беседы казначей перерожденца Чишой позвал нас к Хамбо во 2-й этаж. Мы поднялись по каменной наружной лестнице и, войдя в комнату, на правой руке у окна увидели обыкновенного тибетского ламу средних лет, правителя здешних кочевников. На левой стороне сидел светский человек, довольно пожилой, с бамбуковым пером, воткнутым в волоса. Перед ним были письменные принадлежности, и он, как оказалось, потом был секретарем. На наш привет Хамбо кивнул слегка головой и продолжал беседу с казначеем, по-видимому, нисколько не касавшуюся нас. Затем последний вышел с нами и предложил ехать обратно в лагерь, так как Хамбо приказал прикочевать к монастырю всем и по оплате налога по 2 тибетских монеты с каждой палатки отправиться в дальнейший путь. Мы возвратились к своей стоянке. 24 июля через 10-верстный приблизительно путь прибыли к небольшому монастырю Накчу-Гонба, в разговоре Гонба, резиденции вышеупомянутого Хамбо, лежащему верст в 10 севернее реки Накчу. Это поселение со светским и духовным населением, строго говоря, нельзя назвать монастырем, хотя в нем имеются 2 дугана. Она, как административный центр окрестных кочевий тибетцев, называется еще Накчудзон, где живут 2 равноправных правителя. Один духовный – Хамбо, и один светский – Нанса. Мы остановились лагерем саженей на 400 западнее монастыря, находящегося на левом берегу реки Дречу, левом притоке Накчу, в верстах в 7-8 от последней. Никакого особого осмотра палаток не было. Выходил, между прочим, на поляну между лагерем и монастырем Хамбо со свитой. Светский правитель был болен и изъявил желание купить лошадь или лошака. Богомольцы показывали животных,
но он давал столь низкие цены, что не состоялось ни одной сделки. Вечером казначей перерожденца Чешой пришел ко мне и попросил дать 5 ланов серебра, будто бы требуемых хамба. В противном случае последний, по его словам, хотел задержать нас и послать в Лхасу нарочного за справками. Хотя было обидно за такую выходку казначея, но пришлось примириться, памятуя пословицу «худой мир лучше доброй ссоры». 25 июля, переправившись через Дречу и отойдя от монастыря верст 8, мы пришли к реке Накчу. Здесь пришлось остановиться на левом берегу, так как вода в реке была чрезвычайно высока, и переправа совершенно невозможна. В ожидании убыли воды пришлось продневать здесь и 26 число. 27 июля переправились благополучно через реку, хотя вода доходила до седел лошадей, а малорослые лошаки шли вплавь со своими вьюками. После переправы дорога идет через холмы в юго-западном направлении. Сделав за день путь в 30 верст, остановились на ночлег. 28 июля. Тронулись в путь еще до рассвета. Пройдя около 30 верст, остановились для обеда и кормления лошадей. У всех было пылкое желание поскорее доехать до Лхасы. Кроме общего стремления к конечной цели, далекого и утомительного пути к этому побуждает еще экономический расчет, состоящий в том, что лхасские торговцы стараются скупить первых лошаков и лошадей, так как многие из них уже имеют заключенные контракты на доставленные известного их числа в Индию. Поэтому торговцы, не зная, какое число лошаков прибудет в Амдо, конкурируют между собой и покупают первых лошаков за повышенные сравнительные цены, но зато, если увидят, что предложение превышает спрос, начинают понижать плату. Зная такую привычку лхасских скупщиков, путешественники также конкурируют между собой, чтобы попасть в Лхасу первыми. Вследствие этого мы в этот день впервые нарушили общий порядок движения. Навьючили незадолго до заката солнца, прошли еще около 35 верст и остановились на лугу Санчунской казенной станции. Пустили лошадей на корм, а сами легли спать, не разводя огней. Луг этот, назначенный для станционных животных, запрещен для пользования посторонними. Снеговая гора Самтанкансар остается по правую руку. 29 июля. Тайно потратив казенный луг, мы, понятно, должны были и откочевать с него до рассвета, что и сделали. Затем, пройдя около 20 верст, повернули немного направо, перешли одну речку, название которой я не узнал, и другую речку, Рачу, и перевалили через хребет Чогла. На западной стороне перевала стоят 8 субурганов, поставленных рядом и ныне пришедших в большую ветхость. По этим субурганам монголы и место нашего ночлега называли Нейман-Субурга – 8 субурганов. За день сделали около 30 верст. Чагла является южной границей распространения диких ослов, кои впервые начали попадаться нам на Кукунури. У них в то время был самый разгар течки. Более сильный жеребец, победивший и прогнав своих соперников, собирает табун ослиц и старается держать их в одной куче. Неприятные крики ослов-жеребцов оглашают окрестности. 30 июля. Пройдя далее около 20 верст, поворотили на юг в узкое ущелье, при устье которого стоит домик с цилиндром со 100 000 маани. Затем перевалили через двойной перевал Лани
и ночевали в ущелье с южной стороны его. Прошли за день около 30 верст. 31 июля, идя далее по этому ущелью, встретили сначала 4 или 5 банаков, но скоро стали попадаться первые пашни тибетцев с населением, оседло живущими в домах. Здешние жители находятся в подданстве Раденского Хутухты, владетеля монастыря того же имени, находящегося на реке Рачу, в верстах в 5 в стороне от дороги. Нам не удалось побывать в нем. Очевидцы же рассказывают, что он расположен на южной стороне горы в густом лесу древовидного можжевельника. Основан этот монастырь отшельником, известным под именем Бромтонба, который жил в XI столетии и был главным учеником знаменитого индийского проповедника Чова Балдангатиша. У устья помянутого ущелья мы нагнали ушедших вчера впереди спутников и, двинувшись далее вместе с ними вниз по реке Рачу, прошли всего за один день 18 верст. Конец 13 части.